В Республике Коми проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В одном из самых массовых мероприятий в образовательной сфере участвуют сотни сильнейших учеников 9-11 классов Республики Коми, в том числе дети из интинских школ, гимназий и лицея. Победители муниципальных этапов олимпиады соревнуются в знаниях по различным предметам за право выйти на федеральный уровень. Сразу после новогодних каникул в Республике Коми стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Проводится она ежегодно по 24 общеобразовательным предметам, и наш регион в этом году впервые принял участие в них всех. Я участвовала в нескольких олимпиадах муниципального этапа в этом году и заняла первое место по таким предметам, как русский язык, физика и ОБЖ, а также стала призером по таким олимпиадам, как технология, история, математика, английский язык, экология и математика. Прошла я на региональный этап, так как набрала достаточное количество баллов. Я ходил на 3 олимпиады, это на физкультуру, ОБЖ и технологию. По физкультуре я занял 1 место, по ОБЖ тоже 1 место, а по технологии занял 3 место. Подготовка к самим олимпиадам была уже за месяц до. Мы подходили к учителям, нам давали работы прошлогодние, там, например, 2018, 2019, 2020 года, 2021 учебного. Мы смотрели, какие будут задания, готовились. Учащиеся интинских школ и гимназий, как правило, с большим энтузиазмом принимают участие во всероссийских олимпиадах, ведь здесь приветствуется даже само участие, вне зависимости от конечного результата. Олимпиадные задания нестандартны. Участникам необходимо проявить гибкость ума и продемонстрировать оригинальность идей, интеллектуальные способности. Я участвую в городских олимпиадах 7 класса. Это достаточно долгий путь, и к 11 классу я заняла призовые места по праву, по русскому языку и по литературе. Сложностей не вызывает ничего, так как с 7 класса мы достаточно хорошо готовимся, занимаемся ежегодно, и это только откладывается в памяти, и таким образом у нас все получится. На самом деле надо просто привыкнуть к типу заданий, к их формулировке. Их надо прорешивать, чтобы мозг понимал, что надо делать. А так сами задания не сильно сложные, просто надо их понимать. Напомним, что во Всероссийской олимпиаде 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с 5 класса, а соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в 4. В этом году школьный и муниципальный этапы уже позади. На республиканский уровень вышли самые умные, смышленые и сообразительные. На республиканский уровень я вышел, потому что я прошел по баллам с городского уровня. Естественно, я бы не сделал этого, если бы я не готовился сам, вне школы, потому что республиканский уровень и городской, они гораздо глубже, чем школьная программа. Естественно, я бы не сделал этого без помощи учителей. Они всегда помогают, и без их помощи, без их наставлений я бы, скорее всего, ушел в какие-то дебри. 14 числа я участвую в региональной олимпиаде по русскому языку, а 24 числа я выезжаю в Сыктывкар в региональной олимпиаде по биологии. Интинские педагоги отмечают, что участие в олимпиадах учит ребят правильно применять полученные знания. Ведь одно дело просто вызубрить материал, а другое – понимать, как и где его можно использовать. Пользу от участия в олимпиадах учителя также видят в том, что оно в некотором смысле развивает уверенность в себе и повышает стрессоустойчивость. Следовательно, участие в предметной олимпиаде – это не только проверка школьных знаний, но и отличная тренировка и саморазвитие. И маленькие дети, и которые уже в старшей школе учатся, 10-11 класс, они проходят очень хорошую школу через олимпиады. То есть очень многие дети выступают в олимпиадах и получают определенную подготовку к той же государственной итоговой аттестации. Готовиться к 2 олимпиадам, получается, и к олимпиадам, и к ЕГЭ достаточно сложно, много времени занимает, и это просто
не то что физически, морально тебя давит, то, что ты понимаешь, что, например, через неделю Олимпиада, через 3 дня пробник, и так каждую неделю. Помогает мне готовиться к Олимпиаде мой учитель по русскому языку Захватова Ольга Витальевна. Мы прорешиваем Олимпиады прошлых лет, а также другие задания повышенной сложности на различных сайтах по подготовке к Олимпиаде. Завершится региональный этап Олимпиады 25 февраля. Победители выйдут на всероссийский уровень и примут участие в заключительном этапе Олимпиады. Хорошие результаты на заключительном этапе дадут победителям льготы при поступлении от дополнительных баллов к ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.